я был маленьким, мне часто снился один и тот же сон. Велосипед. Как мне хотелось иметь настоящий велосипед. Я бы объездил на нем весь мир. Но, к сожалению, маме моей снился тот же сон. Вот уж, мама. Никогда не проси Я хочу велосипед, мама. Не говори мне про велосипед. Что ты сказала, мама? Я сказала, не проси у меня больше велосипед. Велосипед. Хочу велосипед. Джафар, самый грозный петух на свете. Солнце вставало над нашим аулом только после кукареканья Джафара. И первыми всегда просыпались очень робкий, очень добрый пес Буян и коза по имени Гоба. Ох уж это Гоба. Вы потом поймете, почему я о ней так сказал. А после второго кукареку Джафара просыпался весь наш аул Орхон. Дядя Инал, старший брат мамы, казался нам самым большим и сильным в ауле. Он всегда всем помогал. Здравствуй, Инал. Здравствуй, сестра. Что-то в горле пересохло. 100 лет пересыхает твое горло. Что делать? Пусть всегда будет так. Спасибо тебе, сестра. Это тебе спасибо. Нет, тебе спасибо. Однажды на свою беду я дал попробовать араки Джафару, и с тех пор не было мне от петуха покоя. Ну что? Опять? Нет, и не проси. Уйди с дороги. Уйди. Ничего не дам. Видишь? Уйди с дороги. Уйди. Нет, ничего не получишь. Ладно.
Уйди. Двух глотков раки для Джафара было вполне достаточно. Бутуш, что это такое? Бутуш, ты опять дал Джафару араки? Он меня уговорил, мама. Буян, спаси меня. Облака. Интересно, откуда они берутся? И куда уходят? Счастливые. И где они только не побывали. И сколько они видели всего разного. Молодец, Ахшар. Бутуш, слезай скорее, выпей молоко. Слезай, тетя Жаду Гобу подоила. Если я еще раз выпью это молоко, я стану бешеным, как Джафар. Нет, сынок, нет. Ты будешь как папа, сильный. Жаду, позови его. Иди, Бутуш, слезай. Гоба для тебя старалась. Слезай, все равно заставят. А ты иди Гобу паси. Да подожди, А это мой верный друг Ахшар. подожди же ты. Наши дома были рядом, и у нас был один общий двор. Отстань, ведьма длиннорогая. Тетя Жаду, мама Ахшара, каждый день заставляла его пасти козу. Представляете, как они надоели друг другу, Ахшар и Гоба. Шевелись. А это наш милиционер Махарбек Майербекович. Он всегда ходил в полной милицейской форме, даже в самую жару. Его все уважали. Он был очень строгим и очень вежливым. Здравствуй, Зарета. Здравствуй, Махар. Плохо, очень плохо. Опять вдребезги пьян. Буянит, ко всем пристает. Позор? Позор. А что? Что делать будем, а? Что? Не знаю, Махар. А? Тебе видней. Изолирую. Ну что ты? Выселю. Он хороший. Мы его так любим. Ты его прости, Махар. Ну, так и быть. Только ради тебя. Да, слышала? Забу. Муж Надифа вернулся. Да. В плену был, бежал. Потом партизанил где-то во Франции, Италии. Даже орден получил. Забо, весь седой. Да, такая радость на Дифе. Вот видишь, и твой вернется. Если бы. Ну? Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, мама. Ты опять думаешь о папе. Уже год, как война кончилась, а нам прислали, пропал без вести. Что же мне сделать, мама, чтобы ты не была такой грустной? Это молоко я так не люблю.
Это вам, Марико. Спасибо, спасибо, Жаду. Как с огородом управлюсь, не знаю. Вас буду просить. Поможем. Обязательно поможем, Марико. Здравствуйте, женщины. Здравствуй, Инал. Ну, как вы здесь поживаете без меня? Да так. Ничего. Как здоровье, Марико? Хорошо, спасибо. Спасибо, что дрова привез. Да и машинку нам хорошую придумал. Эх, Инал, если бы не эта война, ты был бы уже давно инженером. Да ваши дети еще не то придумают. Кастрюля с водой сама будет прыгать на плиту. Скорее бы они подросли, наши дети. Ну, подрастут, а никуда денутся. Ну, я поехал. Добрый путь. Здравствуй, Юнал. Здорово. А вдруг дядя Инал привезет из города папу? Может остаться здесь, закрыть глаза и ждать весь день? Я бы смог. Ты чего? Ничего. Ну, пошли. Придумал! Это Фриц! Гитлер! Давай снимать! Опять снарядов! Давай! Батарея! Приготовиться! Огонь! Баба! Так! Давай так. Если я попаду, то ты пьешь за меня в обед мое молоко. А если ты, то я. Давай! Давай! Огонь! Баба! Так! Юба! Так! Баба! Это так! Юба! Ахшар! Идите сюда! Кидай! Успеем! Ту! Баба! Так! Попал! Ура! Попал! Молодец, Ахшар. Мам, а как называется вон та травка? Шалфей. А вон та? Которая? Вон та, маленькая. Пей скорей. Пей. Эта травка называется кислица. Вкусно? Угу. Тогда еще пей. Скорее бы ты вернулся домой, папа. Мы столько ждем тебя. Ты вернешься, и я попрошу у тебя кинжал и папаху. На время, не на совсем. И мы пойдем с тобой по аулу. У тебя будут ордена и медали на груди. Много орденов и медалей.
И я с тобой рядом. В папахе, с кинжалом на поясе. И все будут смотреть и говорить друг другу: вот идут Алибек и его сын. Ахшар! Зачем он вам, тетя Жаду? Что случилось? Нет его, а Гобу пасти надо. Давайте я отведу. Отведи. Какой у тебя сын? Совсем уж взрослый стал. Мама! Динь-динь. И не проси, нет. Опять он у меня велосипед просит. А я боюсь, вдруг что случится. Идем. Иди, тебе говорят. Ну что стало? Ты упрямая. Иди, иди. Ой, чтоб тебя волки съели! Стой! Стой, тебе говорят! Ага, вот она ты! Ой, ой! Стой! Подожди, тебе говорят! Все, ой! Все равно тебя поймаю! Попалась! Что с тобой делать? Смерть? Судить тебя будем! Бутуш! Бутуш! Идем скорее! Что я тебе скажу? Дядя Инал привез. А мама говорит, тебе ничего не говорить, а то у тебя вдруг сердце разорвется. А я, видишь, прибежал и все рассказал. Бутуш! Бутуш! Сейчас здесь будет Бутуш! Бутуш сейчас здесь будет! Бутуш сейчас здесь будет! Какой у Зареты хороший мальчик. Правильно делает, что рядом с велосипедом бегает. Да, ты права. Вот уж не бегай быстро. Бутуш! Это что такое? Сейчас здесь будет Бутуш! Джигит должен в седле сидеть, а не рядом с конем бежать. Правильно говоришь, Бибо. В наше время такого не было. Сейчас здесь будет Бутуш! Вот-вот. Правильно делаешь, что сидишь. Много будешь бегать, похудеешь. Понял? Да не сижу, я бегаю. Все улицы оббегали, все уже знают. Ахшар, иди приведи Гобу домой. Ух, это Гоба.
думаете, что велосипед тогда разбился вдребезги? Ничего подобного. Видно, это был какой-то особенный велосипед. Здравствуй, племянник. Здравствуйте, дядя Инал. Дядя Инал, а у вас в горле не пересохло? Конечно, пересохло. Какой ты догадливый, а? Ага. Пусть всегда будет так. Дядя Инал, вы не торопитесь? Я всегда тороплюсь. Мы у вас спросить хотим. Что? А это правда, что от козьего молока сильными становятся? И от молока тоже. От этого молока только толстыми становятся, а не сильными. Скажете мамам, что картошку принес? Я все время бегом бегаю, чтобы тонким стать. Не помогает. Ахшар, иди гобу паси. Ух, все беды моей жизни из-за этой козы. Я помню, что именно тогда я придумал, как нам избавиться от этой гобы. Ведь дядя Инал обещал взять меня и Ахшара в город на базар. Дядя Инал, а вы же хотели купить сапоги. Вон они. Где? Подожди-ка, Ахшар. Товарищ гражданка, покажи-ка мне эти сапоги. Пожалуйста. Сколько стоят такие плохие сапоги? В Жаду Ачеевой продается очень умная коза Гава. Она дает много молочка. Ишь ты! Больше коровы, что ли? Умный коза Гава. Тише, товарищ, тише. Пусть сама хозяйка решит, чья будет коза. Извините меня, мы пришли первыми. Да, мы пришли первыми. Это кто первый? Ты, что ли? Вы, пожалуйста, не тычьте. Я с вами за одним столом, кажется, не сидел. Вот, вам мужикам так в деньги залить, а еще в шляпе. Безобразие. Как это так? Кто больше денег даст, тому будет принадлежать эта коза. Как? Пусть именно тебя. А мы Отстань, по-хорошему прошу, отстань от меня. Отстань от меня. Отстань от меня. Тебе ты не давала? Продай козу. Мне продай козу. Я прошу тебя, мне молоко продавать надо. Я ничего не знаю. Я не понимаю, что вы хотите от нас? Нет, мы пришли раньше. Безобразие. Гражданин, ваши документы. Документы? Мои? А мы по объявлению пришли. Пожалуйста, читайте. Вот она. Читайте. Вот она, коза. Читайте. Вот, мы пришли первыми. Читайте. Интересно понять, кто мог написать такое объявление? Я не Так, знаю, у кого есть документы, прошу разойтись. У кого нет, прошу остаться. Ага, мы тогда домой пойдем. У нас есть документы, пожалуйста. Мама, а коза? А козу я тебе куплю, деточка, куплю, не бойся. Что тут случилось? Жаду, в чем дело? Не знаю, Махар. Пришли. Продают, покупают. А я ничего не знаю. О, а ты испугалась. Глупо. Вот уж смотри, ты едешь сам. Я тебя не держу. Ты правда сам ехал? Ага. Давай еще раз. Только ты на землю не смотри. Не бойся, я буду тебя держать.
Здравствуйте, уважаемая хозяйка. У вас тут продается очень умная коза. Нет. Я занимаюсь дрессурой. Мне нужны только очень умные животные. Ага, вот она. Простите, пожалуйста, как зовут вашу козу? Гоба. Благодарю вас. Гоба — красивое имя. Ну-ка, Гоба, иди сюда. Для начала мы с тобой познакомимся, Христофор Асланыч. Запомни, пожалуйста, мое имя. Репетировать мы начнем с тобой немедленно, не теряя ни минуты. Вот взгляни, Гоба. Это цирк. Тысячи зрителей смотрят на нас. Уважаемые зрители, вы увидите сейчас замечательное представление с участием очень способной козы Гобы. Ну-ка, Гоба, на середину манежа. Алей! Ап! Прекрасно! Оркестр, громче музыку. Гоба, будь, пожалуйста, повнимательней. На нас с тобой смотрят очень строгие зрители. Что? Что ты мне хочешь сказать на ушко? Ах, вон даже как. Ну что ж, пожалуйста. Махар! Махар! Что такое? Там еще один пришел. А? Тоже за Гобой. Сумасшедший какой-то. Так. А документы у него есть? Не знаю. А? Говорит, дрессурой занимаюсь. Чем? Что мне сказала коза Гоба? Коза Гоба мне сказала, что она хочет исполнить для вас рекордный номер «Эквилибристика на венском стуле». Умница, Гоба, умница. Поздравляю тебя. Это прекрасная придумка, хороший номер. Гоба, ты меня извини, пожалуйста, но я сейчас договорюсь с твоей хозяйкой и куплю тебя. Ты будешь великой цирковой актрисой. Гражданин. В чем дело? Ваши документы. Пожалуйста. Мой юный друг, предъяви мой документ. Так, в этом кармане, вот. Пожалуйста. Я дрессировщик, работаю в цирке. Попрошу. Я ищу талантливых животных и прочитал объявление. А ты куда? Сиди дома. Это очень талантливая коза. Я хотел бы, чтобы она работала в цирке. А хозяйка хочет, чтобы коза стала с козой. Гоба, Ой, извини куда меня ты? И прощай. Что с тобой, Гоба? Жаль, коза Гоба талант. Да. Дяденька! Дяденька! Вы свой зонтик забыли. Благодарю тебя, мой юный друг, и очень признателен тебе. Але! Ап! И тут произошло необъяснимое. Петух Джафар убежал от нас за человеком, которого видел всего раз в жизни. Почему? Никто не мог понять. Я знаю, почему ушел Джафар. Он обиделся на нас из-за Гобы. Ну возьми, не обижайся. Он вернется, мама. Если доброту запомнил, вернется. Зарета, о, Зарета, я тебе Гобу привела. Сердце у меня болит. Не могу успокоиться. В чем дело, Жаду?
Не смотрит на меня, не откликается. Пусть с вами будет. Может, полюбит ваш дом, а сыновей мы и так вместе растим. Джафар! Джафар вернулся! Молодец, Джафар. Где ты был? Не обижайся. Привет, Джафар! Ну, помоги ему, шеф. Весишь всегда легче. Дядя Инал, Ну, а я хочу Акшара тоже учить на велосипеде кататься. ну, верно. Так и надо. Вы же друзья. Как называется вон та травка? Поехали! Вон дядя Инал поехал. А может, дядя Инал на этот раз встретит в городе папу? Он, наверное, долго шел с войны и очень устал. Послушай, Инал, все хочу тебя спросить, почему вперед не смотришь? Не могу иначе. Почему? Когда спиной, значит, уходишь. Вроде покидаешь. Чудак-человек. Ты на педаль нажимай. Ой. Езжай, не бойся, я тебя держать буду. Давай так, твой велосипед, мой велосипед и твой велосипед. Ага. Моя коза, твоя коза и моя коза. Хорошо, езжай. Акшар, ты едешь? Давай, давай! Если ты почувствовал, как в сердце вошли радость и грусть, и мягко сжали его в объятиях, это значит, ты вспомнил детство. А детство — это горы, горы вокруг, куда ни посмотришь. Но главное — это люди, имя которым горцы. Не бойся!